Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Короли обмана, или как коррумпированные чиновники в Дашогузе зарабатывают на стройках. История обманутых безмеиновских дольщиков, о которых Туркмен Ньюс рассказал в начале года, вызвала в Туркменистане большой резонанс. Казалось бы, в стране, где и муха не пролетит без разрешения властей, мошенничество в сфере строительства, да еще в таком масштабе невозможно, но оказалось, что не только возможно, но и регулярно происходит. Люди копят на новое жилье годами, но их деньги прибирают к рукам мошенники и те, кто их покрывает, однако последние часто остаются в тени. Сегодняшний главный антигерой Назар Гильдыев, заместитель хакима Шабадского этрапа Дашогузского вилаята. Чиновник годами занимается махинациями с землей и недвижимостью, вымогает взятки у добропорядочных граждан и застройщиков за выдачу им любого официального документа. И это не все. Гильдыев причастен как минимум к одному случаю обмана дольщиков. В 2021 году строительная фирма Вепалы Перзентлер, что в переводе с туркменского означает «преданные дети», замахнулась по договору долевого строительства на возведение сразу 10 многоквартирных домов в 4 этажа. Подобрали подходящий участок на территории этрапа Шабад, прямо на выезде из Дашогуза в Гераглы. Строительство предполагалось завершить за 3 года. Фирмой владел Курбан Мурат Султанов, а все дела с дольщиками вел его родной брат Максат Султанов и некий Ягмур Ялдашев. Последний начал решать вопросы с Хакимликом, активно привлекать клиентов, заключать договоры и брать предоплату в 30% наличными или на счет в банке. Желающих получить квартиру на первом или втором этаже просили доплатить от 30 до 50 тысяч манатов наличными. Масштабный проект вроде как двигался вперед. На деле масштабным оказался обман. Обещанных квартир люди так и не увидели, а их взносы испарились, как и в Безмеине, про доплаты и вовсе нечего говорить. Всего аферисты обманули 157 человек, а общий ущерб составил 18 миллионов манатов или около $1 миллиона. Виновных наказали. Летом прошлого года суд приговорил Курбан Мурада Султанова, Ягмура Ялдашева и их соучастников к лишению свободы, но где те огромные суммы, которые они выманили у людей? Следователи из полиции и прокуратуры раз за разом вызывали обманутых дольщиков дать показания, но сами сотрудники госорганов ответов до сих пор никаких не дали. Людям рассказывали об имуществе и строительных проектах, которые остались у фирмы в Ашхабаде, мол, деньги с них будут перечислены пострадавшим. В последний раз в объяснительных попросили указать фактический ущерб в долларах. У обманутых граждан появилась надежда, что деньги арестуют в Арабских Эмиратах, куда, по их мнению, сбежал Максат Султанов. Но в итоге вся компенсация, которую получили несостоявшиеся дольщики, это зачисление на карту каждый месяц по 50-100 манатов. Продолжение строительства сначала передали заводу железобетонных изделий, а потом другим частным фирмам. Квартиры можно взять в ипотеку, дольщиков поставили в очередь, но всю стоимость им нужно будет оплатить заново. Люди считают, что за аферой стояли влиятельные фигуры и что про деньги уже можно забыть. История, увы, повторилась в 2023 году, причем на том же месте, в Шабадском этрапе, на выезде из Дашогуза. Планы построить несколько четырехэтажных домов на этот раз затеял предприниматель, известный по прозвищу Шады-гора, то есть Шады Черный. Он тоже вроде бы начал с реальных действий, получив разрешение у хакима и земельной комиссии этрапа взять участок под строительство. Правда, чиновников убедила не его репутация, а давление со стороны братьев Нуры и Бактыяра из поселка Багир под Ашхабадом. В Дашогузе уверены, братья приходятся родственниками самому президенту Сердару Берды Мухамедову по линии матери. Шады-гора пообещал им $300 тысяч за помощь с согласованиями и постройкой 30 многоэтажек. Братья согласились и вышли на хакима вилаята. Тогда пост занимал Назар Мурат Назармурадов, который не раз получал в этой должности выговоры, но позже стал аж министром сельского хозяйства. Источники в вилаяте сообщают, что Назар Мурадов в один день решил все бюрократические вопросы, приказав этрапским подчиненным выдать нужные разрешения. Параллельно Шады-гора начал привлекать дольщиков и брать предоплату, которая составляла всего лишь, в кавычках, 10%, но фермач успел получить ее от десятков людей. Больше не набиралось. Жители вилаята, наученные горьким опытом предыдущих горе-строителей, не спешили нести свои кровные. В итоге серый баланс предпринимателя не сошелся.
так что Нуры и Бактыяру досталась лишь половина обещанной суммы. Тогда с их подачи у Шады-Гора и начались проблемы. Его деятельность принялись изучать правоохранительные органы, въелись серьезно, даже вызывали на допросы членов комиссии по земельным вопросам при Хакимлике. Никто из слитых чиновников, включая Гильдыева, тоже не пострадал. А все потому, что покровителем Гильдыева считали Гуванчи Орунова, который до 22 года был заместителем хакима вилаята по вопросам строительства, а затем стал министром строительства и архитектуры. Впрочем, и Орунов, и Назар Мырадов в итоге лишились министерских портфелей, причем в один день, 9 февраля 24 года. Президент Сердар Берды Мухамедов на заседании правительства по итогам 23 года освободил обоих от должности в связи с переходом на другую работу, о которой никаких указов или сообщений так и не появилось. Возможно, обоих чиновников деликатно отстранили как раз за какие-то совместные промахи в строительстве в Дашагузе, вроде пособничества аферистам и вымогателям. Предприниматель стал активно сливать многих должностных лиц, подробно рассказывая, кому и сколько он заносил. Он надеялся, что если окажутся замешаны большие чиновники, они замнут дело. И одним из таких замешанных оказался замхакима Шабатского Этрапа Назар Гильдыев. На допросе Шады-Гора сказал, что чиновник вымогал у него взятку якобы для этрапского хакима Баймырата Хан-Дурдыева. На последующей очной ставке стало ясно, что Гильдыев вымогал деньги по своей инициативе. Он один из тех, кто нажился на обмане дольщиков. В итоге разрешение на землю и строительство отозвали, предпринимателя Шады-Гора еще немного потаскали и дело замяли, предоплату людям также не вернули. Гильдыев среди них не разовый авантюрист, а человек с налаженной системой вымогательств. Он не брезгует взятками в 400 манатов или около $20, зато берет их на постоянной основе в течение почти 10 лет за решение каждого вопроса, находящегося в его ведении. Расценки зависят от вида документа, а Гильдыев в Шабатском Этрапе ставит подписи не только как заместитель хакима, но и как член комиссии по земельным вопросам, председатель комиссии по архитектуре и градостроительству и председатель комиссии по прописке. Чтобы решить вопрос в комиссии по архитектуре и градостроительству, Гильдыев берет от 5000 манатов или $250. Комиссия согласовывает, например, генпланы новых земельных участков, выдачу земель в долгосрочную аренду под торговые точки, эскизы торговых точек. Один из самых дорогих пунктов в прейскуранте – это прописка. В Дашагузе, административном центре вилаята, есть хоть какая-то работа, жители же других этрапов стремятся прописаться в Шабате, чтобы потом получить в нем участок. Это совсем рядом с Дашагузом, где землю уже не выдают. Люди ищут, кто из владельцев жилья согласится их у себя прописать, и такие шабатцы находятся. Но так как между людьми нет родственной связи, то за процедуру прописки приходится платить 10 000 манатов. Их Назар Гильдыев делит с начальником этрапского паспортного стола по имени Шагильды, таким же взяточником. Крышей Шагильды является его двоюродный брат, работающий в 7-м отделе вилаятского управления МНБ. Сам Назар Гильдыев, по местным меркам, настоящий жилищный барон. Ему принадлежат 4 квартиры в новеньком городке возле аэропорта, 3 участка для коттеджей на территории Шабатского Этрапа и 2 квартиры в самом Дашагузе. Также у него есть договор аренды земли в Этрапе под точку для дома быта на 39 лет. Гильдыев занимает должность и берет взятки почти 10 лет, но совсем недавно его аппетиты возросли. Когда Этрап в конце 22 года переименовывали, всех заместителей хакима освободили от должности. Гильдыева быстро переназначили, но за возвращение на прежнюю позицию он, как сам признался в одной пьяной посиделке, заплатил $40 000. За 2 с лишним года Гильдыев давно отбил эти деньги, но аппетита не убавил. Законодательство Туркменистана в земельной и строительной сфере предусматривает, что исполнение этого самого законодательства на местах обеспечивают как раз хакимлики. Они создают, например, комиссии по земельным вопросам, которые распределяют земельные участки, а также выдают разрешение на застройку, в теории после тщательной проверки проектной документации на соответствие генеральным планам и другим регулирующим документам. Именно Назар Гильдыев и его комиссии должны были служить гарантами строительных норм Туркменистана, но вместо этого зарабатывают на их нарушении. К сожалению, истории о мошенничестве и вымогательстве в одном вилаяте и даже в одном небольшом этрапе можно продолжать и продолжать. Перечислим еще нескольких должностных лиц, которые в них участвуют.
В Этрапе Шабат – это Шагильды, начальник паспортного стола, который берет взятки вместе с Гильдыевым за прописку, а также сам по другим вопросам. Двоюродный брат работника вилаятского отделения Министерства национальной безопасности. Он имеет в пользовании на 39 лет участок под производство. Бигенч Таганов – бывший начальник отдела строительства Хакимлика. Он перевелся в другой отдел, так как не ужился с Назаром Гильдыевым, брал взятки за написание приказов и решений, за подпись в акте приемки выполненных работ по формам 2 и 3. Его ставка от 2000 манатов, а за сложные разрешения до 20 тысяч манатов. Владеет 3 квартирами и 2 участками. Максат Посмаков, свояк Гильдыева, занимал пост управляющего делами Хакимлика Шабатского Этрапа, по сравнению с предшественниками, которые тоже брали взятки, взвинтил их размеры в несколько раз. Например, цена разрешения на строительство 4-этажки и получение под него земли взлетела с 80 до 200-250 тысяч манатов. Владеет строительной фирмой на подставное имя, а также дихканским хозяйством и землей на 39 лет под промышленное производство. В Дашагузе это Довлет Гильды Посмаков, родной брат Максата, один из заместителей начальника департамента полиции Дашагузского вилаята. В период пандемии он вымогал деньги у таксистов для поездок в Ашхабад. Тогда стоимость проезда одного пассажира взлетала до 1200 манатов. Машины до Дарвазы ездили через пустыню, а сколько автомобилей утонуло в Малъябе, не счесть. Против своих подчиненных из дорожной полиции и ППС Посмаков устраивал ночные рейды и брал с них взятки. Еще один – Бег Мухаммед Игдиров, заместитель хакима города Дашагуза по строительству. Должность Игдирова аналогична Гильдыевской. Схемы он использует такие же, но расценки в административном центре вилаята в разы выше. Игдиров вдохновляет и контролирует целую преступную группу из подконтрольных ему людей, которые помогают ему оформлять нужные документы. Следующий в этом перечне – главный архитектор Шохрат Тувакбаев, который сменил прежнего Ахмеда, и начальник биржи недвижимого имущества Реджеп с несколькими риэлторами. Вместе с Реджепом Игдиров зарабатывает на переоформлении квартир в новом городке близ аэропорта, которые распределяли Назар Гильдыев с подчиненными. Есть и другие. Хочешь строить в Дашагузе или Шабатском Этрапе, начинай давать взятки на стадии разработки проекта. В остальных этрапах вилаята столько теневых расходов нет, так как жилье там менее востребовано. В Шабате и еще больше в Дашагузе придется доплатить за оформление и нотариальное заверение каждого документа, за согласование проекта и эскизов, утверждение акта ввода в эксплуатацию и регистрацию в отделе недвижимости Министерства юстиции. Даже чтобы получить деньги в кредит, нужно сначала заплатить, раньше по 10 тысяч манатов, а теперь от 20 тысяч и выше. Бюро технической инвентаризации и Минюст берут до 5000 манатов, служба пожарной безопасности – 2000. И просто за печать на копии приказа или решения требуют 50-100 манатов. О тайной экономике и главных ее игроках прекрасно осведомлены в полиции, прокуратуре и МНБ Дашагуза и Шабата, но почему-то ничего не делают, чтобы их пресечь. Возможно, с ними делятся, возможно, играют роль родственные связи высоких чиновников, как на примере Назара Гильдыева и братьев Посмаковых. Эти взятки платят чиновникам строительные фирмы, но в конечном счете они ложатся на обычных людей. Если на конец 2024 года одноэтажный пятикомнатный коттедж в Шабатском Этрапе стоил 760 тысяч манатов, то кроме официальной предоплаты в 10%, строительные фирмы берут еще 10% или 76 тысяч манатов на компенсацию в разнице стоимости материалов плюс официальные пошлины и взятки. Вот так жилье, которое задумывается как доступное, из-за коррупции становится недоступным обычным людям. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.